Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов в Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органов местного самоуправления. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая обращается к людям, чтобы определить при помощи предварительного голосования, кто из кандидатов в депутаты будет избираться от партии на предстоящих выборах. О том, кто изъявил желание принять участие в предварительном голосовании и как будет проходить сама процедура, нам расскажет наш гость Руслан Платонов, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Руслан Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот недавно в республике совершенно подвели результаты итогов участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомните, пожалуйста, нашим зрителям, для чего такая процедура необходима. Добрый день, уважаемые телезрители. Я напомню, предварительное голосование – это прежде всего внутрипартийное голосование партии «Единая Россия», которое сегодня проходит по всей стране. И у нас завершилась подача заявлений была с 8 марта по 27 апреля. 27 апреля завершилась подача, и по итогам этой процедуры у нас по республике выдвинуто 583 человека, из них 351 это в Государственное собрание, 232 в Якутскую городскую думу, 30 кандидатов в муниципальные должности глав районов и 55 кандидатов в Нерюнгринскую районный совет депутатов. Что такое предварительное голосование дает нашей республике? Предварительное голосование – это открытое, прозрачное участие кандидатов, людей. Мы 10 марта этого года Айсен Сергеевич проводил форум «Единой России», где призывал каждого общественника, активного человека принять участие в предварительном голосовании, даже беспартийных, даже тех, кто раньше критиковал партию. Есть за что критиковать, мы согласны. Работа ведется, и без упущений тоже не бывает. Поэтому приняло участие большое количество людей. Я сам, как руководитель исполкома партии, встретил колоссальную активность и массовое участие людей. Столько я в своей судьбе, в своей жизни пока не видел. И 583 человека сейчас уже зарегистрированы в базе. И они идут уже на праймерис, предварительное голосование, которое у нас состоится, сама процедура с 22 мая по 28 мая. В течение одной недели. И 30 мая мы определим кандидатов, победителей из этих кандидатов. О промежуточных итогах сейчас говорить пока рано. О промежуточных, я сказал эти цифры, а промежуточные итоги выйдут 30 мая. Диапазон у нас широкий, активность у нас самому молодому кандидату 22 года, самому пожилому, старшему 78 лет. География обширная по всей республике, все округа города Якутска, все районы муниципальные города Республики Саха-Якутия, все участвуют. И люди, самое главное, фишка в том, что на участие в предварительном голосовании выдвигают кандидатов сами люди, сами жители, сами избиратели. И как раз избиратели сегодня с 17 апреля по 26 мая идет регистрация избирателей. На сегодняшний день у нас больше 40 тысяч избирателей уже зарегистрированы для участия в предварительном голосовании, которое у нас пойдет по сайту pg.er.ru, и дальше система уже выводит на госуслуги, и хочу проголосовать, там есть такая функция. Руслан Михайлович, вы отметили самого молодого и самого старшего по возрасту участников предварительного голосования. А есть ли какой-то усредненный портрет человека, который пробуется от партии? В основном это люди 70-х годов рождения, 90%, и 80-х годов рождения тоже второе место занимают. Активность людей в этом плане, они все разного профиля групп населения. Это предприниматели, это руководители некоммерческого сектора,
это сельхозтоваропроизводители, это учителя, это участники СВО. Кстати, участники СВО на 2 недели назад подались сразу 10 участников специальной военной операции, что у нас сегодня приветствуется с общестрановой повестки и президентом страны, и нашим руководством партии «Единая Россия». И все участники сегодня, предварительное голосование сегодня уже свои участки для участия в выборах они уже избрали и готовятся к самому голосованию, которое у нас пройдет единый день голосования 10 сентября этого года. А вообще по сравнению с прошлыми выборами изменился ли состав кандидатов? Изменение идет, обновление тоже идет. И один из основных трендов сегодняшнего избирательного цикла — это изменение, обновление новых лиц, людей, молодых особенно. У нас по партийному проекту «Политстарт» у нас 147 молодых кандидатов участвуют от «Молодой гвардии», от молодежных общественных организаций республики. 147 человек. Поэтому увидим, посмотрим, как выйдет подготовка наша. Известно также, что и много женщин начали пробоваться в политику. Это тоже тренд нового времени? Из прекрасного пола у нас 114 кандидаток участвуют в предварительном голосовании, что тоже делает нашу процедуру очень важной и очень ответственной. Прежде всего я хочу отметить ответственность. Это не какой-то праздник, не какое-то торжественное мероприятие. Это ответственность, брать на себя функции, ответственность перед избирателями, перед своими программами, своим рвением, своей политической программой. Это большая ответственность, поэтому я благодарю каждого участника предварительного голосования республики, которые осмелились подать заявление, записать про себя видеоконтенты, рассказать, составили свои программы. Это очень важно для нас. Руслан Михайлович, например, зарегистрировался кандидат в процедуре предварительных выборов. Активность жителей, разумеется, в этом деле важна для того, чтобы тот или иной кандидат продвинулся далее. А какие нужно действия произвести для того, чтобы зарегистрироваться, стать кандидатом от партии и вообще принять участие в выборах? Для этого есть определенный период. У нас, я еще раз повторю, у нас это проходило с 8 марта по 27 апреля до Дня Республики. Я думаю, достаточно нормальный срок для участия. Человек пишет заявление, справку об отсутствии судимости собирает, документы об образовании, документы об участии в добровольческих проектах республики обязательно. Я отмечу, что это важный пункт сейчас. И много добровольцев, участников пожаротушения республики прошлых лет, наводнений, добровольческих студенческих отрядов, даже участников специальной военной операции у нас в этом году много. Поэтому процедура, она такая. Участники с 8 марта по 27 апреля у нас все успели податься. Еще раз повторю, 351 человек это на каждый мандат от 5 человек. Партия «Единая Россия» уже много лет остается самой многочисленной и в числе первых по итогам различных выборов, голосований и прочего. Как вы считаете, почему удается удерживать такие уверенные позиции? Потому что партия «Единая Россия» — это партия президента. Это партия политического большинства и партия конституционного большинства в Государственной Думе и партия всех групп населения, которые реально патриотов, реально желают своей стране улучшений. Я всегда привожу сравнительный анализ, когда начинают хаять «Единую Россию», когда истерично ищут минусы в партии. Давайте вспомним 204-й указ президента, нацпроект майский. Это, конечно же, все проекты, инициированные депутатами Государственной Думы в «Единой России». Это 13 майских указов, плюс президентские гранты,
строительство дорог, строительство мостов. Это же надо читать, это надо увидеть, это надо учитывать. И вот недавно, 12 апреля, группа депутатов во главе Дмитрием Кобылкиным внесли в Госдуму о внесении изменений в 498 закон федеральный об ответственном отношении с животными. Поэтому сейчас будут полномочия передаваться регионам, и регионы сами будут вправе решать, как поступать с безнадзорными животными, потому что безнадзорное животное реальную опасность представляет населению, и чипированные тоже это не факт. Вот недавний случай в Оренбурге подтвердил это. И собаки, животные, которые содержатся в теплых краях страны, это в Москве, в Краснодарском крае, они никак не сравнятся с животными, которые сейчас на Крайнем Севере. Поэтому тут закон нужно уже учитывать особенности регионов. В нескольких словах, почему у партии вокруг среди народа остаются все еще противоречивые мнения? Потому что большая партия, очень много участников, членов партии, которые по разным обстоятельствам, может быть, допускают разные нарушения, разные упущения, но отмечу, что сейчас партия меняет свою повестку с 2022 года. Сейчас главными людьми в партии не должны быть большие генеральные директора, большие депутаты, важные люди. Сейчас главный приоритет отдается секретарям первичных отделений и секретарям местных отделений, которые на местах работают с населением, на местах чувствуют быт, на местах участвуют в их судьбе, и так должно быть всегда. И я стараюсь, чтобы этот процесс шел массово по всей республике, начинать с себя, показать себя. Сейчас, например, вот город претерпевает последствия паводка, талых вод от снега, последствия от снега. И я призывал 29 апреля участвовать всем кандидатам предварительного голосования в больших субботниках, помочь людям быть участливыми в их судьбе. Я благодарю тех, кто вышел на субботники, но субботниками вопрос не решить. Тут надо сплачиваться, тут надо уже фундаментальные программы, вещи, отраслевые программы надо уже принимать, чтобы не допускать в дальнейшем таких событий. Я благодарю вас, Руслан Михайлович, за то, что нашли для нас время и поделились важной и необходимой информацией. Вам спасибо за приглашение. Возможно, наши зрители посмотрят это интервью и сделают для себя необходимые выводы. Хорошо, спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.